Испытано на себе. Глава Коми изучил механизм получения и использования арктического гектара на практике, после чего на заседании Координационного совета поручил правительству республики проработать и сообщить на федеральный уровень о необходимых изменениях. Владимир Уйба попробовал взять земельный участок в Устилимском районе. Это одна из территорий арктической зоны в Коми. Обратился в банк за получением ипотеки на возведение дома и хозяйственных построек. Однако для получения кредита предложили заложить имущество на сумму чуть ли не в 2 раза больше самой ипотеки. Все-таки нам нужно федеральному центру доносить историю о том, что механизм, который сегодня создан, для очень многих нереализуем. И я понимаю, что льготный кредит, он должен там какими-то, условно говоря, гарантиями, да, сопровождаться. Но закладывать имущество с коэффициентом 1,75 – это перебор на сумму кредита. Причем ты не имеешь права пользоваться этим имуществом. Ты его заложил банку. И если вдруг что-то не то у тебя это имущество, естественно, изымают. Но самое главное, ты его закладываешь в банк, пока не вернешь весь кредит. В Коми по программе «Гектар в Арктике» поступило 74 заявки. Заключено 34 договора на безвозмездное пользование земельными участками в Воркуте, Устильме, Инте и Усинске. Основные виды использования, которые сейчас определяют сами граждане, это для жилищного строительства, подсобного хозяйства, туристический бизнес, бизнес, связанный с использованием природных ресурсов, там, собирательство. В общем, есть определенные наборы, которые уже мы сейчас видим, люди уже определяются. Не все еще определились, потому что это право. Оно может быть реализовано и в конце 5-летнего срока безвозмездного, но к моменту получения земельного участка в собственность или в долгосрочную аренду. Перечень территорий под арктический гектар планируется дополнить 3 новыми территориями в Инте и Устилимском районе. Предложения поступили от администрации муниципалитетов. Проект рассмотрят на заседании Госсовета Коми в июне.